самом деле, когда мы славим Господа, нам хорошо. Когда мы славим Его, нет проблем. Это не потому, что проблемы исчезают. Не, они исчезают. Просто мы этим даем Богу возможность вмешиваться в них. И когда Богу Он вмешивается, поверьте, ответы приходят от Него. Аминь.
Своею живой водой сердце мое омой, сердце чистое сотвори во мне, и своею живой водой сердце мое омой, сердце чистое сотвори во мне, и своею живой водой сердце мое омой, сердце чистое сотвори во мне, и своею живой водой сердце мое омой. О, святой, святой Господь, Бог всемогущий. Прости наши грехи, Господь. Сегодня позволь нам приблизиться к Тебе, быть подобным Тебе, Господь, преображаться в Твой святой образ Божий. Наше солнце правда. Когда мы идем к Тебе, то все примеси уходят, Господь, вся грязь уходит. Мы благодарим Тебя, чистый, святой Господь. Бог всемогущий, святой, святой, Бог всемогущий, святой, святой, Бог всемогущий. Проведи во святое святых, через Агнца кровь проведи, проведи во святое святых, и уста мои очисть, вот я. Проведи во святое святых, через Агнца кровь проведи, проведи во святое святых, и уста мои очисть, вот я. Проведи во святое святых, через Агнца кровь проведи, проведи во святое святых, и уста мои очисть, вот я, и уста мои очисть, вот я. Очисти, Господь, прости, обнови, Господь, исцели, потому что Ты святой, потому что Ты любишь это делать, потому что Ты милостивый, Господь, потому что Ты верный, Господь, потому что Ты любящий наш Господь Бог, всемогущий, святой, святой, Бог всемогущий, святой, святой, Бог всемогущий, святой, только одно
Иисус. Нет подобного. Прекрасный, любящий Отец. Аллилуйя, Иисус. Любимый наш папочка, дорогой Дух Святой, Тебе хвала, Тебе поем. Да, Господь, благодарим Тебя. И Ты святой. Да, мы благодарим Тебя, Господь. Да, Господь, Ты святой. Ты святой. Ты святой, Господь. Ты святой. Мы почитаем Тебя на этом месте, Господь. Мы чтим Тебя на этом месте, наш Бог. Ты святой Бог. Ты святой, Господь. Спасибо Тебе, Господи Боже. Спасибо Тебе, Господи Боже. Спасибо Тебе, Господь. Где бы я был, Господь, если бы не Ты? Спасибо Тебе, дорогой Господь, драгоценный Господь. Спасибо Тебе, наш Иисус, за Твой подвиг, за Твое послушание. Спасибо Тебе, Господь Иисус, что Ты нас выкупил, что Ты нас вывел. И мы дорого Тебе достались, Господь. Благодарим Тебя. Бог всемогущий, святой, святой, Бог всемогущий. Господь, мы воздаем Тебе славу и честь. Воздаем Тебе все величие. Спасибо Тебе, что Ты здесь. Спасибо за Твое присутствие, Господь Бог. Спасибо Тебе за Твое присутствие, Господи Боже. Наполняй нас, наполняй каждого. Наполни Своим Святым Духом. Благодарим и славим Твое имя. Аллилуйя. Аминь. Слава Богу. Аллилуйя. Аллилуйя, Иисус Господь. Аллилуйя, Иисус. Благодарим Тебя, Господь. Благодарим Тебя, Господь. Аминь. На самом деле Бог святой, и Он здесь. Аминь. Слава Богу. Аллилуйя. Да. Рад, что мы снова собрались на собрание в Доме Божьем. Рад, что есть у меня возможность поделиться Словом Божьим с вами. На самом деле Слово Божье, оно живо и действенно. В Слове Божьем есть сила. В Слове Божьем есть жизнь. В Слове Божьем есть все, в чем ты и я, мы нуждаемся. Аминь. Возможно, нам так не кажется, но так оно и есть. В Слове Божьем есть все, что нам нужно. Все, что нам потребно для жизни, оно есть в Слове Божьем. Важно просто, чтобы мы могли это увидеть. Важно, чтобы мы могли это открыть. Или же важно позволить Духу Святому открыть это и сделать это доступным, понятным и внятным для каждого из нас. Аминь. Когда мы хотим, Дух Святой это делает. Если мы хотим, Духу Святому не трудно открыть нам Слово Божье, потому что Он этого желает. Это одно из Его предназначений. Иисус, уходя, говорил: я ухожу от вас, но я не оставляю вас сиротами. Нет. Придет Дух Святой, Утешитель.
Он наставит вас на всякую истину и напомнит вам все, что я говорил. Аминь. Он наставит вас на всякую истину. Поэтому важно, чтобы мы, как верующие, мы нуждались во Святом Духе. Чтобы мы просили Дух Святому открывать, помогать нам понимать Библию. Помогать нам просто понимать то, что Бог хотел сказать здесь. Потому что мы с вами согласны с тем, что Библия написана давно. И многие вещи, которые здесь написаны, они описаны, учитывая тот контекст, учитывая тот исторический фон, который был там. То есть есть много вещей, которые писались с учетом того, что происходило там, в том месте, на то время. Но послушайте, как раз христианская жизнь, или же суть служения Богу, радость Бога в том, что Дух Святой, Он берет то слово, которое написано уже больше, чем 2000 лет назад. Он берет это слово. Он открывает тебе это слово сегодня настолько, что тебе удается с помощью этого слова прожить сегодня. То есть Он помогает тебе трактовать фактически это слово, принеся это в новое время, в новых условиях, чтобы жить в наши дни. Вот то, что Дух Святой, Он делает для тебя и для меня. Аминь. Поэтому я рад и счастлив тем, что есть на самом деле возможность служить такому Богу, служить живому Богу, Богу, который не мертвый, Бог, который жив. Аминь. Слава Богу. И сегодня мы с вами продолжим одну интересную тему. Знаете, очень интересно видеть, как Бог может взять один стих и вести тебя. Раньше я эти вещи не понимал. Но на самом деле один стих, Бог может использовать его, чтобы открыть тебе и мне различные грани своего слова. Он захочет что-то тебе передать. И то слово, которое мы с вами читали в прошлый раз, это было послание к евреям, 13 глава. И какой стих? Это был стих 15. Написано здесь такие слова. Итак, будем через него непрестанно приносить Богу жертвы хвали, то есть плод уст, прославляющих имя Его. Будем непрестанно приносить Богу жертву хвали, то есть плод уст, прославляющих имя Его. Не забывайте также благотворения и общительности, ибо таковые жертвы благоугодны Богу. Итак, название сегодняшней темы – жертвы благоугодны Богу. И до сих пор мы говорим о первом жертве. Здесь мы читали в прошлый раз, что не будем приносить через него жертвы хвали, то есть плод уст, прославляющих имя Его. И суть прошлого собрания, то, о чем мы говорили всего собрания в прошлый раз, смысл был в том, что когда мы думаем о прославлении Богу, когда мы думаем о прославлении, речь не идет только о песнях. Потому что мы привыкли говорить, что мы поем, мы прославляем Богу. Да, это правильно. Но это отчасти, потому что это не вся правда. Прославлять также означает делать известным. Поэтому в народе и говорят, вот человек, он прославился на весь город. О чем? Значит, то, что-то стало известно всем. Вот о чем речь идет. И когда мы с вами служим Богу, Библия говорит, чтобы мы прославляли Бога. И Библия также говорит, чтобы мы с вами, делая добро, чтобы люди, видя нас, когда мы делаем добро, когда мы поступаем правильно, чтобы люди, которые, возможно, не верующие, возможно, еще не уверовали, но чтобы они видели, как мы поступаем, чтобы они прославляли нашего Отца Небесного. Мы понимаем с вами прекрасно, что речь не идет о том, что эти люди будут петь Богу песни. Речь идет о том, что эти люди, видя, как мы поступаем, видя, как мы ведем себя, это как бы мы им открываем характер Бога.
мы открываем их смысл того, что Бог совершил. Мы передаем им характер Бога. Другими словами, они, видя то, как мы поступаем, имеют представление о нашем Боге. Вот так же функции, или же понимание слова прославлять. И Иисус в Евангелии от Иоанна в 17 главе написано, это слова Иисуса. Он говорит: Отец, я прославил Тебя, открыл им имя Твое. Мы же видим прекрасно, что Иисус, Он в это время не стоял и не пел песни. Но Иисус прославил Бога или Отца тем, что Он открыл нам всем, кто такой Отец. Потому что Бога никто никогда не видел, но единородный Сын явил нам Бога. То есть Иисус Христос именно тот, который прославил Бога тем, что Он явил нам Бога. Мы с вами, говоря о Боге, мы так или иначе смотрим через призму Иисуса Христа. То есть смотрим, как Иисус поступал, мы видим Иисуса. Поэтому однажды, когда Филипп говорил: покажи нам Отца. Покажи нам Отца, мы хотим видеть Отца. Иисус говорит: о каком Отце ты говоришь? Видевший меня уже видел Отца. Поэтому Иисус, Он прославил Бога. Он прославил Отца. И функция, или же цель, наша цель, как верующие, на самом деле, то, что мы соберемся здесь вместе, то, что мы поем Богу вместе песни, это очень правильно, потому что мы сообща славим, мы превозносим Его имя. И Библия говорит, что Бог, Он живет среди славословия народа своего. Бог живет там, где люди поют Ему, там, где люди восхищаются им, там, где люди возносят Его имя. Это правильно. Но, послушайте, это не функция верующего. Только прославлять в церкви, нет. Мы должны прославлять Бога, наоборот, вне здания церкви. Потому что каждый, кто приходит в церковь, он и так знает, так или иначе, что Бог есть. Он и так благодарит. То есть, поэтому тем, что ты поешь, ты его не впечатляешь этим самым. Я стою вместе с тобой, я пою тоже: Бог ты великий. Ты тоже поешь: Бог ты великий. Скорее всего, наши песни, наши голоса, они вместе звучат, чтобы воздать Богу больше славы. Но этим вы меня Бога не открываете, этим я вам Бога не открываю. Но, наоборот, когда моя жизнь на улице, вне этого здания, в обществе, на работе, дома, в школе, нет разницы, где я нахожусь, когда мои поступки, которые говорят больше, нежели мои слова, когда они соответствуют Писанию, когда они открывают людям настоящего Бога, люди видят: нет, этот человек, он не похож на всех, что-то у него есть другое. Что же такое у тебя есть? Этим мы прославляем Бога. Аминь. Этим мы прославляем Бога. Это есть суть того, о чем я проповедовал в прошлый раз. То, что мы говорили, если так вкратце, маленькое резюме. Но я сказал, есть два направления. Одно, когда мы поем Богу песни. Другое, когда наша жизнь свидетельствует. Но сегодня я как раз хочу поговорить именно о том, когда мы с тобою, когда мы открываем уста, чтобы славить Его. Когда мы открываем уста, чтобы петь Ему. Я сегодня буду говорить именно об этой грани, о важности этого. Библия говорит, это Псалом 32. Псалом 32. Написано такие слова. Первого стиха я читаю. Радуйтесь, праведные, о Господи, правым прилично славословит. Правым прилично славословит. Радуйтесь, праведные, о Господи, правым прилично славословит. Славьте Господа на гуслях. Пойте Ему на 10-струнной псалтире. Пойте Ему новую песню. Пойте Ему стройно и с восклицанием. Аминь. Это я читаю Псалом 32. Итак, написано здесь. Радуйтесь, праведные. Мы с вами праведные. Не потому, что мы всегда поступаем правильно, нет. Мы праведнее, потому что
Бог сделал нас праведными. Наша праведность – это праведность Иисуса Христа, который Бог вменил нам. То есть Бог вменил нам эту праведность. Значит, это не наше, Бог как бы дал нам эту праведность. Поэтому мы с вами сегодня оправданы через то, что Иисус умирал на кресте, отдал свою жизнь, пострадал, пролил кровь. И эта кровь очистила нас. И написано здесь, тому человеку, такому человеку, которому Бог простил все, которому Бог омыл все грехи, этому человеку прилично слава словит. Амин. Прилично славословит. Знаете, есть вещи, которые неприлично, есть то, что прилично. Амин. Написано, что тебе и мне прилично славословит Господу. Значит, Бог одобряет, когда мы, ты и я, мы поем Ему. Значит, Бог находит какое-то удовлетворение в том, когда Его народ поет Ему. И в другом псалме, это псалом 103. Если у вас есть Библия открыта, можете открыть. Стих 33. Написано: «Буду петь Господу во всю жизнь мою. Буду петь Богу моему, доколе есму. Да будет благоприятна Ему песня моя. Буду веселиться о Господе». Итак, буду петь. Тут, конечно, речь идет именно о пении, именно о песнях. На самом деле, буду петь. Буду петь Господу всю жизнь мою. Очень серьезные слова. Псалом 46. Я ставлю основание, потом пойдем дальше. 46 псалом. 7 и 8 стих. Пойте Богу нашему. Пойте, пойте царю нашему. Пойте, ибо Бог царь всей земли. Пойте все разумно. Пойте все разумно. Итак, правым или же праведным прилично славословит. Пойте Богу, мы все поем Богу. Но также написано здесь: пойте разумно. О чем речь идет? Как понимать пойте разумно? Я для себя здесь подчеркну две вещи. Первое. Нужно понимать, о чем мы поем. Во-первых, нам нужно понимать, о чем мы поем. Во-вторых, петь разумно означает петь от сердца и благоговейно. Другими словами, петь, понимая, кому ты поешь. Во-первых, петь разумно – это петь и как бы вникать в словах. Я помню, когда мы только приехали, еще был СССР, как раз последний год СССР. Изучали русский язык. И нам сказали, один из секретов, как знать язык, нужно песни слышать. И я купил турнедиск, вертушка. Проигрыватель, да. Проигрыватель. Как говорит вертушка. Проигрыватель купил. Тогда еще, вы помните, молодые не помнят, я отношусь себе к старому поколению. Так как мне удалось увидеть СССР, тогда еще были такие бобины, знаете, диски, такие, магнитофоны, такие бобины, прямо, знаешь, как кинозал, знаешь, прямо. Такой, помните. И
Я помню одну песню, мы крутили. То есть я эту песню запомнил. Даже не понимаю тогда, о чем это, что за слова. Я даже не знал, что я пою. Я помню, что жизнь меня крутила, кружила и бросала, но больше отнимала. Там, это Олег или Пугачев, что такое там было такая. Ну. Еще я еще слышал песни, как его. И он поет такие. Разумбаум я любил, вот, еще его песни такой было, вот. Как часто вижу сон, мой удивительный сон, в котором нам танцует там варвар сон. Там песни кружатся, там пластинки. Я не знал, но от того, что я часто слышал эти песни, я запомнил слова. Но пользы от этих слов, никакого не было, потому что я не понимал, о чем речь идет. Вот бывает так и с нами. Важно, когда мы поем Богу песни, когда мы поем, понимать, что я пою, какие слова, что это означает для меня. Когда я говорю, Бог, ты велик, насколько я понимаю, что Он велик, когда я пою. Как я могу выразить, что Он велик, когда я пою Ему. И также понимать, кому я пою. Кому. Потому что много песен, которые мы покупаем пластинки, покупаем, просто какой-то композитор, хороший, он песню для своей жены написал. Он жене написал песню. Хорошие. И подарил жене, и заодно выпустил диск. И мы покупаем, поем все, поем, мы танцуем, радуемся. Но пойми, когда ты эту песню слушаешь, или же когда его жена эту песню слушает, есть разница. Ну, вы понимаете, о чем речь идет? То есть, потому что она знает, что эта песня для нее. Это написано для нее. Поэтому она каждое слово так трепетно принимает. Но мы, когда какую-то песню там подарили там, ну, в этом радио, разные там радио, вот, день рождения там у мамы, там у друга, вот, подарил ему эту песню. Мы слушаем, подарили песню, послушали, ну хорошо. Но эта песня не тебе на самом деле была адресована. Вот так бывает и когда мы поем Богу. Нам нужно прежде всего понимать, что мы поем, что за слова и кому. Потому что в зависимости от того, кому ты что-то преподносишь, даже твое отношение меняется. Ты сейчас приходишь сюда, мне даришь цветок, или ты идешь к своей жене, даришь ей цветок. Разница будет? Будет. Ну ладно, братья, я вам ничего не сказал за цветы. Вы скажете, пастор, ты о чем? Какие цветы в наши дни? Ты взял цветок, хочешь подарить жене. Или же взял цветок, или просто какой-то другой сестре, или кому-то на работе, день рождения. Но когда ты жене даришь как-то, знаете, как-то мы там стараемся как-то, знаете, выглядишь там глаза хорошие, делаешь глаза, голос ружей, как-то по-другому, как-то вот. Ну, не в плане на тебе вот, ну, не так, как-то вот. Стараемся, ладно, хорошо. Эту тему надо быстро проскочить, надо очень быстро отсюда проскочить. Жить охота мне еще. Итак, всегда важно понимать. Надо разумно что-то делать. Бог не требует служения, неразумное служение, нет. Бог желает, чтобы мы имели разумное служение, в котором участвует разум, наши знания, наше понимание. Чтобы мы понимали, что мы делаем. Потому что когда мы не понимаем, люди говорят, эти верующие, они фанатики. Они фанаты, они какие-то сумасшедшие, они не знают ничего, они кричат. Почему? Потому что они видят, что мы сами даже не понимаем то, что мы делаем. Послушайте, мы должны знать, кому мы служим. Мы должны знать, кому мы поем. И когда я пою, почему я могу заплакать? И в это время мне все равно, кто рядом со мной. Что мэр города, что президент. Нет разницы. Потому что я сейчас плачу не перед тобой, а перед Богом. Аминь. Вот о чем речь идет. Вот это не слабость. Петь и быть открытым и как-то в благоговении. Ты благоговеешь перед Богом, потому что ты знаешь, кому ты поешь. Ты знаешь, это царь, это Бог, это Творец. И Он здесь. И Он почтил меня своим присутствием. И ты понимаешь, что ты и я, мы никто и ничто.
тогда все наши регалии, все наши положения, все, кем ты есть в обществе, оно падает. Именно по этой причине в церкви все одинаковые, дети Божьи. Нету президента, нету министра, нету олигарха, нет разницы. Почему? Потому что мы приходим все к одной личности, у которой есть вся власть. И каждый, когда он будет искренен, смотря на эту личность, он понимает, что я ничто. И другой рядом тоже понимает, что я ничто. И поэтому нам друг перед другом, а что гордиться? А чем гордиться? Если все равно мы здесь, и мы все равно ничто. Аминь. Поэтому нужно петь разумно. Но как же можно петь Богу всю жизнь? Как же всю жизнь петь? Неужели я буду на улице, как выхожу, только пою и пою? Вот такая жизнь человек. Вот. Выхожу, человек-музыкант. Только поет и поет, поет и поет. Речь не об этом идет. Надо понимать глубже. Петь Богу всю жизнь. Речь идет об отношении. Но не о том, что ты каждую минуту поешь. Мы с вами в прошлый раз смотрели историю, когда израильский народ, они выходили из пустыни. И когда они уже перешли море, египтяне, которые их преследовали, они все утонули. И написано, что евреи увидели мертвых, которые, труп, которые утонули. И после этого они начали славить Господа. Они начали петь Богу песню. И я говорил, послушайте, дорогие, каждый, любой человек запоет песню, когда ты уже увидел решение. Любой человек будет танцевать, когда уже решение, вот оно. Они выходили, и перед ним было море. Как быть? Они начали уже роптать здесь. Они не пели здесь. Они начали роптать. Как иногда человеку нужно мало, чтобы забыть все, что ему было сделано при малейшей трудности, которые стоит на пути. Они уже забыли, как Бог их спасал. Они забыли, какие чудеса они видели там, эти казни. Они все забыли. И они вспоминают, нам было там хорошо. Где вам было хорошо? Где вы были рабами? Там вам было хорошо? Или хорошо, куда вы идете на свободу? Где лучше? Но Моисей пошел к Богу, просил руку, море разделилось, и они прошли. И там они начали петь. Они начали славить Бога. Да, очень правильно. Все равно нужно быть благодарным. Все равно. Но они все, из всего народа, никто не имел права петь эту песню, кроме одного Моисея. Только Моисей сдал экзамен, все остальные сдали экзамены. Потому что все остальные роптали. Один Моисей не роптал, а к Богу пришел. Один Моисей. Поэтому они пели песню, да, правильную песню, да, но только не на той стороне. Тебе и мне, нам нужно научиться прославлять. Нам нужно научиться возвать Богу славу именно здесь, на этой стороне, когда нам тяжело, когда трудно, когда не получается, когда, знаете, жить тяжело, все, тяжесть, все. И именно здесь, но не там. Там любой человек, не нужно быть неверующим, что любой человек будет стать верующим. Скажет слава Богу. Любой скажет слава Богу. Но как же здесь? Можешь ли ты сказать здесь слава Богу, когда у тебя проблемы здесь? Можешь ли ты Богу сказать слава тебе, когда здесь тяжело? Или ты ждешь, когда там будет? Но там это тебя не отличает никак. Это меня никак не отличает. Любой человек, нормальный, я говорю, потому что я не говорю о неблагодарных людей, всегда такие есть. Я говорю о нормальном человеке. Что-то прошло, он скажет, спасибо скажет. Или слава Богу. Поэтому важно, чтобы мы с вами понимали. И сегодня есть такая нужда. Великая нужда. Чтобы были такие верующие,
такие христиане, которые не сдаются перед обстоятельствами, которые поют Богу песню здесь, которые выражают свое отношение еще до решения проблемы, еще до получения того, что нужно получить. Они здесь уже благодарят, говорят: Господи, я благодарю Тебя за то, что, да, я этого не имею, но, по крайней мере, я благодарю, что у меня есть дыхание. Послушай, у тебя все равно есть за что благодарить. Так или иначе. Ты можешь иметь лучший дом, но ты же не на улице. Благодари, что ты пока не на улице, пока дом придет. Амин. Итак, есть, учись, будь благодарен. И Бог желает сегодня, в наши дни, иметь таких учеников, людей, которые на самом деле искренне славят Его, искренне воздают Ему славу и честь. Не всегда легко петь. Не всегда легко петь, потому что они пели радостную песню, написано об этом в Библии. Марьям и все остальные, они там пели радостную песню. Но послушайте, неужели так легко всегда петь радостную песню? Не всегда легко. Мы привыкли петь другие песни. Мы привыкли петь другие. О, доколе, Господь, доколе, доколе, доколе. Сколько можно, сколько можно, сколько можно. Уже не могу, уже не могу, уже не могу. Вот, это наши припевы, это наши песни обычно. Вот, то есть, извините, я понимаю, что я не один такой тут. Вы все святые, я такой один грешный так пою. Обычно это наши припевы. Сколько можно, сколько можно. Господи, неужели ты не видишь? Ты не видишь. Ты слепой, что ли? Ты же вроде бы не слепой. А как? Вот, это как, возможно, мы так, всем нашим существованием мы как бы выражаем, да, так. Но я хочу показать нам с вами одну песню, плачевную песню Давида. Царь Давид, это был царь Израиля. Это Псалом 7. Это вот человек, который в печали. Вот, представьте себе, вы и я, мы в печали. Вот, плачевная песня Давида. Псалом 7. Первый стих. Плачевная песня, которую Давид воспел Господу по деле Хуса из племени Вениаминова. Начало песни. Господи, Боже мой, на Тебя я уповаю. Спаси меня от всех гонителей моих и избавь меня. 4 стих. Я просто, тут много стихов, они все одинаковые, я просто иду дальше. Господи, Боже мой, если я что сделал, если есть неправда в руках моих, если я платил злом тому, кто был со мной в мире, я, который спасал даже того, кто без причин стал моим врагом, то пусть враг преследует душу мою и достигнет, пусть втопчет в землю жизнь мою и славу мою повергнет в прах. Восстань, Господи, во гневе Твоем. Это плачевная песня. И дальше. Господь судит народы. Суди меня, Господи, по правде моей и по непорочности моей во мне. Вот это песня печали. То есть, другими словами, о чем я хочу сказать? Во всем этом Давид пытается говорить: Господи, не я ли являюсь причиной того, что происходит? Посмотри во мне. И если не я причина, Господи, тогда заступись за меня. Аминь. Давид, он не поет: Господь, где ты был? Где ты был? Я бы этого не случилось бы. Где ты был? Он так, нет. Господи, суди, посмотри, как я вел себя. Я помогал и тем, и тем, и тем. Это плачевная песня. Это не радостная песня. Теперь попробуем посмотреть, как мы поем и как Давид поет. В наших песнях в основном мы обвиняем всех остальных. Господь именно из-за него. Именно это. Из-за него именно то, а из-за того вообще. Да, вполне возможно. Но то, что ты узнаешь, причина, это не означает, что у тебя будет выход. И, с другой стороны, незнание причин также не означает, что у тебя нет выхода.
Сколько у тебя были проблем, когда ты узнавал причины, узнавал, и потом узнал все, до пятого поколения. Узнал причины. Ну и что дальше? Но есть ситуация, когда ты причины, то есть посмотри ситуацию, пришла ситуация, но ты причина особо попытался, но не понимаешь причин. Извини. Иди дальше. Иди дальше. Ну, не надо время, ну, дорожи времени, иди дальше. Амин. Итак, это пример, как Давид, он пел плачевную песню Богу. И в Библии, также в Деянии апостолов, глава 16, описана ситуация, когда Павел и Сила, это в Деянии апостолов 16, они были заключены в темнице, они были в тюрьме. Они были в тюрьме. И написано, что какое-то время, это Деяния апостолов 16, написано там, что какое-то время они, молясь, воспевали Богу. То есть какое-то время они начали молиться и петь Богу. Они хвалили Бога. Они славили, они благодарили. Смотрите, они не благодарили, когда они вышли из тюрьмы, из темницы, нет. Они благодарили, когда они были в темнице. И там написано, что произошло определенное событие, и они вышли. Они получили свободу. И когда они вышли, не только они вышли, и другие узники также вышли. Послушай внимательно, это большое откровение. Возможно, есть люди, которые и в твоем семействе, и в твоей семье, они также скованы, как и ты скован, чем-то, где-то, какой-то, я не знаю, какая-то ситуация. Люди, которые были в той темнице, они были скованы, все были в темнице, только в разных помещениях. Павел и Сила, они были в другом помещении. Павел и Сила начали молиться и воспевать. У всех узников цепи упали. Вы понимаете, о чем речь идет? Насколько твое прославление и мое прославление может освободить даже мою семью полностью. Даже те, которые здесь со мной не прославляют, они могут получить свободу из-за того, что я прорвусь в прославлении. Получу свободу, эта свобода может пойти даже до них. Амин. Пели две. Но получили свободу. Вся тюрьма. Поэтому не пренебрегайте этой возможности. Не пренебрегайте это сильно. Не надо пренебрегать им. Этой возможности. Когда ты можешь искренне славить, петь Богу. Сколько раз мы пели разные песни. Пели вождям. Пели, скажешь, ты пели, ты тоже как брат присутствующий. Вождям пел, да я еще как пел. Я был таким. Одна из моих любимых песен, это была «Интернационал». Как совет? Тоже пел с радостью, еще как пел. Вспомните, когда в отрядах вы пели. Насколько уверенно мы шли к счастливое будущее. Картина Репина приплыли. Хорошо. Ладно. Хорошо, к счастливому будущему. О, Господи. Поэтому важно, чтобы ты понимал. Есть даже одна история в Паралипоменон, когда царь Иосафат, были те, которые на него напали. Другие цари, которые были рядом, они напали на него, на этого царя Иосафата. И он пришел к Богу. Боже, что делать? На нас нападают. Бог сказал, стойте спокойно, я за вас заступлюсь. И вы увидите спасение, которое я вам посылаю. Он пришел к Богу, и Бог сказал, Иосафат, будь спокоен. Будь спокоен, Иосафат. Я знаю, что я сделаю.
будь спокоен. И написано здесь, что Иосафат, он что сделал? Он поставил, ну, есть много, то есть, он поставил вооруженные с левиты, с трубами и так далее. Они восклицали, они пели Богу песню. И написано, в то время, как они стали восклицать и славословить, Господь возбудил несогласие между аммонитянами, моавитянами и обитателями горы Сеира, пришедшими на Иудею, и были они поражены. В то время, когда Иосафат и Израиль, они начали петь Богу, начали восклицать, не раньше и не позже, заметьте, а в то время именно Бог возбудил недопонимание между тремя царями, которые до этого были в сговоре, которые до этого согласились, чтобы уничтожить Израиль. Послушай, когда ты и я, мы прославляем Бога от сердца, ты не знаешь, какие люди что имеют против тебя. Ты не знаешь, что дьявол замышляет против тебя. Послушай, когда ты искренен своим Богом, ты поклоняешься Ему, ты поешь Ему, ты доверяешь Ему, в то же самое время люди, которые, возможно, они были в сговоре против тебя, Бог сделает так, что они между собой будут друг друга не понимать. И ты останешься целым и невредимым. Аминь. Это важно понимать. Какая есть сила в прославлении. Какая есть сила, когда мы поклоняемся и мы поем Богу, понимая, кому мы поем. И просто понимая каждое слово. Когда я говорю, Боже, Ты велик. Господь, Ты смысл моей жизни. И на самом деле я представляю себе, что без Бога я ничего не могу. Вот о чем речь идет. Но мы посмотрели пример Давида, который пел плачевную песню. Очень интересная плачевная песня, конечно. Мы посмотрели Павел и Сила. Есть еще Иосафат, есть много таких примеров. А как же насчет тебя? Как же насчет меня сегодня? Смотрите, что мир от тебя требует. Посмотри внимательно, что от тебя требует мир. Что мир требует от тебя. Это Псалом 136. Псалом 136. Я прочту 4. Первый. Псалом 136. Смотрите. При реках Вавилона там сидели мы, плакали, когда вспоминали о Сионе. Почему Вавилон? Потому что когда мы читаем историю еврейского народа, было время, когда они были взяты в плен. То есть вавилонское пленение. Часть была в Вавилоне, часть в Иудее. То есть поэтому были и Иудеи, два царства. 10 и 2. Они были разделены. И та часть, которые более-менее сохранили Писание, сохранили, именно как бы речь здесь, именно о них идет. Он говорит, при реках Вавилона, то есть в это время они находятся в пленении. Там сидели мы и плакали, когда вспоминали о Сионе. На вербах посреди его повесили мы наши арфы. Там, слушайте внимательно, пленившие нас требовали от нас слов песней. И притеснители наши веселья. Пропойте нам и песней сионских. Что я хочу здесь сказать? При реках Вавилона, там сидели мы и плакали, когда вспоминали о Сионе. Сион – это то место, где они были с Богом. Это как бы прообраз Дома Божьего. Так. И они вспоминали, мы же были в свободе, мы же были с Господом. Как это было так? Но сейчас, где мы находимся в плену.
и они вспоминали, и они плакали. И что? Это простой стих, но который много скажет. На вербах, или на вербах, да? Правильно говорю? На вербах. Да. Спасибо большое. Видите, до сих пор век учись, век живи, век учись. Учимся до сих пор. На вербах посреди, правильно, да? На вербах посреди его повесили мы наши арфы. Что такое арфа? Это музыкальный инструмент. Здесь это, знаете, для Израиля, для евреев, арфа. Это не просто, как мы тут нашу гитару, это инструмент, который им обо многом говорит. У царя Давида была арфа. Это и как национальный, знаете, как балалайка. О, спасибо, вот. Молодец. Я не знаю, в разных странах там есть там что-то. Это точно так же, как там у африканцев. Для вас там только, здесь только бит, там, бум-бум-бум-бум, там, ну, у нас пока нету. Бьем там звук, ну, для африканцев там, это было также средства коммуникации. Мы передавали друг другу сообщения. То есть, какие звуки, какие ритмы были, мы могли сказать, о, идет враг. А, враг, ошибся, это не враг, это просто вышел там, лев вышел, извини, это не враг. То есть, там это было что-то очень-очень важное. Так же, как и, допустим, у индейцев, огонь. С помощью огня они передавали. То есть, как дым идет, это был язык. Ты там просто, дым поднимается. Да, но как оно поднимается? Там, то есть, они могли там использовать ткань, то есть, дым идет, огонь и на костре. И разные сорты, как она там, то есть, это были, они могли передавать целые тексты друг другу, сообщением на расстоянии. И для евреев у них арфа – это сердце Израиля. Арфа – это сердце, это их сила, это символ их свободы, это все. И написано здесь, что они взяли эти арфы, сидели, плакали, арфы взяли и повесили. Это называется безнадежность. Когда ты взят в плен, выхода нет. То, что было твоей силой, зачем нам уже нужно здесь? Не пригодится. И написано здесь, что те люди, которые их взяли в плен, они приходили к ним и говорили, мы там слышали, что вы там какие-то песни пели, да, когда вы были там. Вы там пели, пожалуйста, пропойте еще ваши песни, там, которые вы пели там. А какие песни так Израиль пел? Наш Бог велик, наш Бог всемогущий, все наши враги под ногами нашими. Вот песни, которые они пели. И теперь приходит враг, говорит, мы там слышали, что вы там... Я смотрю, что у тебя трудно с работой, у тебя пока работы нет, да? Ты говоришь, что как там твой Бог, он велик. Ты же мне когда-то говорил, да, что Бог велик, там он такой, да? Ну, что-то не знаю, конечно. Ты можешь просто так, ну, просто повторить, скажи, что Бог велик. Вы понимаете, о чем речь идет? То есть это издевка. Вот то, что они делали. Говорите нам какие-то слова, вы там написано здесь. Что... И третий. Там они требовали от нас слов песней. Они требовали эти слова. Что вы говорили в этих песнях? Что Бог все может. Мой Бог целитель. Что-то смотрю, твоя болезнь как-то сильно не проходит. Но он целитель, да? Повтори, что там ты говоришь, что он... Извини, я просто забыл. Как там твой Бог? Он кто? Вот что враг сегодня хочет тебе делать. Или мне. Вы говорите, что ваш Бог там все может. А как вы живете? Что мы видим? Все золото, все серебро принадлежит Богу. А что мы не замечаем, что у вас все золото и серебро, если это вашему отцу? А что у вас, что ничего нету от этого? Вы говорите, у меня много обетований. Бог мне обещал это, второй, третий, четвертый. Пожалуйста, повтори то, что тебе Бог обещал. Скажи, я просто еще хочу услышать. Пожалуйста, можешь мне повторить?
Правильно. Это то, что сегодня дьявол в открыто тебе и мне говорит. Ты веришь Богу? Да. Ты веришь Богу? Да. Ты веришь Богу? Да. А где? Я не вижу. Где твое материальное благосостояние? Где оно? Ты говоришь, что Бог, Он богатый Бог. А где? Что тебе незаметно? Твоя машина как старая была, так до сих пор старая еще. А у меня уже новая. А я что, не с Богом. А ты же с Богом вроде как говорил, да? Ты с Богом, да? Я правильно понял, что ты с Богом, да? А извини, ты до сих пор снимаешь квартиру, арендуешь еще до сих пор? Ну, да, живу в том же однокомнатной квартире живу. Ну, просто мы сейчас уже третий дом покупаем, просто мы сдаем в аренду уже вот эти 2 дома. Уже третий покупаем. Но слава Богу за тебя. Бог, да, Он велик, да, ваш Бог. И вот что враг сегодня, он приходит к тебе прямо в лицо, говорит тебе. Конечно, я думаю, что вы понимаете, о чем я говорю. Я не говорю, что такие слова, но суд. Именно, пропойте еще. Пропой, говори, Бог твой, Он может все. Бог может все, да, болеешь и болеешь. Говори, кричи, давай, кричи еще. Вот как дьявол сегодня, он поступает. Он хочет нас с тобой заставить замолчать. Но послушайте. От того, что проблемы возникают. От того, что есть трудности. От того, что у тебя еще нет 8-го дома, 10-го дома. Бог не перестал быть Богом. Аминь. Я знаю одно. За Богом всегда последнее слово. Аминь. За Ним всегда последнее слово. За Ним всегда последнее слово. Сегодня арфа Давида уже не звучит. Эта арфа уже не звучит сегодня. Давид давно умер. Его арфа замолчала. Но что делала его арфа? Послушайте. Написано, что когда Саул, царь Израиля, когда ему было плохо, тяжело, звали Давида. И когда Давид приходил, он начинал играть. Какая есть сила в музыке. Какая есть сила, когда ты поешь Богу. Давид начинал играть, просто играть. И злой дух, он уходил от Саула. Сегодня Давида нету. Этой арфы нету. Но послушайте, есть дух Давида, который остался. Есть эта музыка еще среди нас. Есть эта музыка внутри тебя еще. Есть эта сила внутри тебя еще. Давида нету. Но эта арфа, она есть. Эта арфа, это не обязательно физическая арфа. Послушай, у тебя есть руки. И у тебя есть уста. У тебя есть всем, чем ты есть. Ты можешь воздать Богу славу и хвалить Его. Аминь. Не жди этой арфы. В тебе уже есть. Сегодня Бог ищет тех людей. Найду ли я тех людей, в которых есть эта арфа Давида? Найду ли я тех людей, в которых есть эта музыка Давида? Найду ли я этих людей, в которых внутри есть вера? Которые принесут мне жертву хвали. Эта жертва, она благоугодна Богу. Эта жертва, она благоугодна Богу. Когда среди трудностей, сквозь сложности, ты пробираешься, и у тебя все равно есть песня. Господь, я благодарю тебя. Песня здесь, суть не то, что петь, нет. Песня – это твое состояние. Когда, независимо от того, что ты проходишь, ты остаешься сфокусирован на твоем Боге. Ты не сдаешься. Ты не складываешь оружие. Духовное, я имею в виду, у нас оружия физических нет. Ты не сдаешься. Ты продолжаешь просто уповать на Него. Как написано в одном псалме, последнее место Писания читаю. Кто есть, это Псалом 42, с 3 по 5 стиху. Пошли свет Твой и истину Твою, да ведут они меня и приведут на святую гору Твою и в обители Твои. Тебе нужна истина Божья, тебе нужно Слово Божье, чтобы она укрепила тебя, чтобы они помогли тебе идти. И подойду я к жертвеннику Божью, к Богу радости и веселья моего.
и на гуслях буду славить тебя. Боже мой, что унываешь ты, душа моя, и что смущаешься, уповай на Бога, ибо я буду еще славить Его, Спасителя моего и Бога моего. Аминь. Что ты унываешься? Принеси Богу жертву. Принеси Ему настоящую жертву хвали. Жертва. Принеси жертву. Это не просто, поэтому есть слово жертва. Потому что тебе трудно это дать. Трудно это сделать. Что в жертву принеси? Это от себя отделить и принести. Когда тебе неудобно оставаться верным Богу, ты остаешься верным Богу. Когда тебе все говорит, как Иов, он проходил трудности. И даже жена, которая рядом с ним в одном доме, с которым у них были много детей, жена говорит: Иов, я смотрю, ты так страдаешь, такого еще я не видел никого. Давай, Иов, простое решение. Прокляни Бога и умри. Это проще. Зачем мучиться? Прокляни Бога сейчас. Конец своим страданиям. Иов говорит: женщина, наверное, ты не понимаешь, о чем ты говоришь. Принеси Богу жертву. Хвали. Иногда кто-то рядом с тобой не поймет тебя. Как тебе так трудно? Тебе так тяжело? Ты еще идешь в церковь. Тебе так трудно. Так тяжело, ты еще молишься. Да уже пора уже прекратить молиться. Сколько можно молиться? Сколько можно это делать? И это говорил Иову. Можешь говорить тебе, недалекий человек. Человек, который рядом с тобой. То есть, другими словами, кто, я-то тебя лучше знаю, я понимаю тебя. Те, возможно, тебя не знают, но я-то тебя знаю, я-то тебя понимаю. Есть решение. Перестань мне эти вещи, как церковь и так далее. Заканчивай с этими церковными все. Давай живи как нормальный человек. А что такое жить как нормальный человек? Это, вы понимаете? Это жить как хочется, вот, грешить, все, как хочешь. Вот. Это люди, извините, я смотрел фотографии в интернете. Я честно, и смешно, и грешно. Показывает, много людей сидят, и один человек сидит посреди них, как-то он весь скорожился, и вокруг него сидят. И там написано, он не говорит, какой текст. Я правду говорю, у меня только одна жена. То есть, все остальные, типа, что свободная любовь, как хочешь, с кем хочешь, вот. И бедненький, он как ненормальный уже, то есть они ненормальные, они уже нормальные, казалось бы. Теперь он ненормален. Тем, что он говорит, только и покажут его такой бедненький вообще, просто они другие сидят, знаете. Да прокляни Бога, будь нормальным человеком. Зачем тебе эти вещи? Веровать в церковь и так далее. Ты проживи свою жизнь нормально, молодую жизнь. Состарися. Тогда к Богу подойди. Ну, обычно, что говорят? То есть, когда состаришься, тогда к Богу подойдешь, тогда уже, да. Послушайте, это ложь. Это ложь. То, что дьявол хочет, чтобы ты в это поверил. Но послушай, и ты, и я, мы приняли решение идти за Богом. Аминь. Я, по крайней мере, принял это решение. Я не говорю, что все легко. Очень тяжело. Очень тяжело. Очень тяжело. Но я знаю одно. Когда я не хочу попадать в проблемах и выходить оттуда без свидетельства. Аминь. Я не хочу попадать в трудностях и выходить без свидетельства. Только со свидетельством. Другими словами, я не хочу сдаться на пути. Нет. Я хочу проходить трудности, чтобы было, что вам сказать. Дорогие, я прошел это. И ты прошел это, слава Богу. Ты это прошел, значит, я тоже смогу пройти. Многие начинали, останавливались.
Но я не хочу останавливаться. Я хочу идти дальше. Я хочу, выходя, иметь свидетельство. Аминь. Поэтому принеси Богу жертву хвали. Пой своему Богу. Вникай в этих словах. Выражайся ему в любви. Ты сам дома, на кухне, в квартире, нет разницы где. Если вы меня видели иногда, когда я дома сижу, никого, я включаю музыку. Там танцую как какой-то сумасшедший. Просто. Знаете, есть такие моменты, я включаю музыку. Я просто танцую перед Богом. Я рад. Просто, извините, не такое слово взять, но это все, мы в церкви, да. Ну, кайфую. А? О, спасибо, знаете. Грешник я. Да. Спасибо большое. Каюсь, батюшка, согрешил. На самом деле, насколько ты можешь просто свое сердце отдаваться Богу. Аминь. Давайте встанем. Аллилуйя. Просто мы будем молиться. Мы просто будем благодарить Господа. Мы просто будем благодарить Господа за это собрание, за это слово. У многих из нас спрашивают, где же твой Бог? Возможно, это тебе никто так не говорит. Возможно, каким-то поведением тебе как-то дают понять, где же твой Бог? Возможно, а другие вообще даже не стесняются ничего, вообще прямо и говорят. Есть все такие друзья в кавычках есть, которые могут тебе прямо вообще сказать. Но послушайте, Бог не перестал быть Богом. Аминь. Принеси Ему жертву хвали. Принеси Ему жертву хвали, когда ты не можешь, но ты сквозь, через себя. Бог своих не оставляет никогда. Последнее слово всегда за Ним. Я много раз в этом убедился. Даже если ты, доверяясь Ему, делаешь ошибку, Бог эту ошибку исправит. Потому что ты это сделал, доверяясь Ему. Вспомните, когда пришли арестовать Иисуса в Гефсиманский сад. Один из учеников, Петр, взял, вытащил нож. Петр, наверное. И отсек ухо у одного из слуг. Ухо отсек. Он для чего сделал? Потому что он хотел защитить Иисуса. То есть он хотел защитить своего... Но, смотрите, написано там, что Иисус взял это ухо, поставил и вернул на место нормально. Вы понимаете? То есть, даже когда ты делаешь ошибку, но ради Бога, ради Него, даже если это ошибка явная, Бог это исправит. Аминь. 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 Поэтому не бойся. Доверяйся Богу. Служи Ему. Уповай на Него. Он не подведет тебя. Он не оставит тебя. Он любит тебя. Он любит меня. Пой Ему. Пусть они говорят, спой нам песни, спой, говорите слова, а я еще буду говорить, да, я Божий сын, я Божий ребенок, я знаю, что Бог со мной, я знаю, мне все равно, я знаю, что я пройду, я знаю, что я болею, ничего страшного, я не умру, я буду жить, я буду возвещать дела Господне, я буду служить Ему. А как ты? Нет. Хочешь услышать мои слова? Я тебе скажу, да, я продолжаю верить, я уповаю на Бога, да, я верующий, я не отступлю, я буду идти дальше, я буду служить дальше. Надо еще тебе. Вот каким должны быть наши отношения. Это должно быть твое отношение и мое отношение. Аминь. Господь, мы благодарим Тебя. Спасибо Тебе, Господь. Аллилуйя. Аллилуйя, Господь Иисус. Благодарим Тебя, благодарим Тебя, Иисус. Благодарим Тебя, Господь, благодарим Тебя, Иисус. Аллилуйя, Господь, Ты здесь.
Ты здесь, Господь, Ты здесь. Мы хвалим Тебя, мы превозносим Тебя. Мы хвалим Тебя, мы превозносим Тебя, мы благодарим Тебя. Аллилуйя. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Кемброшита ла фалалея. Аллилуйя. 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 Господь, спасибо Тебе за это слово. Спасибо Тебе, Господь, что Ты здесь. Мы хотим Тебе принести жертву хвали. Я хочу Тебе принести жертву хвали, Господь. Укрепи меня, укрепи каждого брата, каждую сестру, укрепи каждого из нас на этом месте, Господи Божий. Твое не имеет границ. Да, Господь. Я ценю каждый миг жизни с Тобою. Ты бессилие мое. Спасибо Тебе, Господь.